На какую помощь политические узники могут рассчитывать от нашей страны? Как я уже сказал, денежная помощь теоретически, юридическая поддержка. Наверное, в данном случае это все. Если говорить о правозащитных организациях, то у них есть разные инструменты помощи политическим узникам, а также их семьям. Когда вы говорите о денежной помощи, вы о какой сумме говорите? До 100 000 гривен, согласно соответствующего постановления Кабинета министров Украины. Эти деньги целевые, их нужно на какие-то определенные нужды тратить, или это просто дают семье? Нет, 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 это на поддержку как раз семьи. В основном они используются на то, чтобы реинтегрироваться по приезду на материковую Украину. Спасибо вам большое за комментарий. Денис Савченко, координатор Крымсос. 100 тысяч, которые утвердил Кабмин для помощи политузникам, как вы оцениваете эту сумму? Это достаточная сумма? Ну, если, вы знаете, смотря для какой категории людей. Если этот человек проживал на материковой части, и потом в Крыму его забрали, посадили, он вернулся обратно домой, это одно. А если он житель Крыма, и после, допустим, срока или обмена он попал на материковую часть, у него фактически нет ни жилья здесь, ни работы, и корни все его остались там, в Крыму, куда ему нельзя возвращаться, то это ничтожно мало для такой категории людей, которые жили в Крыму, и дом, и семья там. Здесь нужны некоторые другие подходы, в том числе решать вопрос с жильем, помогать с работой и также помочь перевести свою семью, чтобы они проживали вместе с ним. В противном случае многие из них, которые вернутся в Крым, они могут опять быть осуждены и неправомерными действиями российских судов.